Испытано на себе. Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе», телеканал Якутия-24. И у нас сегодня, прямо вот сегодня, уникальная задача построить теплицу. Наступили майские дни, потеплело на улице, и мы вот с друзьями решили в автосервисе, в гараже, во дворике поставить тепличку, чтобы все лето кушать свежие огурчики, помидорчики и зелень. И для этого мы будем строить теплицу. Пойдемте. Испытано на себе. Петь, скажи, пожалуйста, ну вот мы будем сейчас ставить теплицу, как твое видение, что мы вот будем делать? Ну, во-первых, мы делаем теплицу из того, что это вообще-то грядка у нас будет, теплица будет отдельно. Делаем из того, что у нас были 4 поддона. Нас любезно угостили длинными досками, чтобы мы сделали борта. Сейчас мы эти поддоны закрепим между собой. Вот я начал досками скручивать, чтобы они у нас не гуляли. Поставим, наверное, мы стоечки, у нас есть брусок, мы привезли его, заранее подготовились. И будем обшивать, не знаю, наверное, на 2-3 доски по кругу. А потом уже, естественно, поедем и обязательно заснимем, как мы набираем землю. Ну да. Болбах. Будем удобрять, Будем это все смешивать и садить, да, потому что точнее я, например, это делаю первый раз. Вообще это очень интересно. Вот здесь сервиса будет зелень, петрушка, укроп, базилик, наверное, что-нибудь там. Будем заниматься агрономией. Первый раз этим занимаемся, но будет очень увлекательно. Так, ну что, друзья, я, в общем говоря, отрезал небольшой кусочек для пробы. Обшиваю поддончик. Вроде получается. В принципе, ничего сложного тут нету. Будем крепить на 4 самореза каждую доску. Чуть-чуть поддон неровно стоял, поэтому я решил немного этого. О. Сделал прорезь, чтобы поддон стал ровно с другим поддоном, чтобы скрепить было полегче. Или еще? Нет? Все. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, наступил следующий день. Сегодня солнечный классный день, и мы будем продолжать наши работы по строительству теплицы и огорода во дворике нашего сервиса. Но при этом хочу отметить, что именно сегодня к нам приехал бог электрики Василий с компании Плюс-Минус. И в данный момент мы загнали наш джип, чтобы пересмотреть всю электрику, поставить автосвет, наладить фары, ближний, дальний, ну там, то есть все пересмотреть, в общем говоря. Василий, приветствую. Скажи, пожалуйста, ну вот ты нам сделал такое одолжение, да, прямо вот приехал к нам в сервис и вот занимаешься нашей машиной, за что мы тебе очень благодарны. Ну, вкратце можешь сказать, что мы делаем и вообще, что получится, не получится, насколько сложные работы предстоят, насколько сложные работы предстоят вообще? Подключаем свет дополнительно. По сложности не особо. Не особо, да? Ну, нормально. Ну, главное сделается, все будет шикарно. Ну вот и замечательно, то есть мы будем ездить теперь с исправной электрикой, то у нас то света нет, то что-то там болтается, какие-то провода торчат, сейчас будет все шикарно. Спасибо большое, ну, желаем удачной работы, мы беспокоить не будем, пойдемте дальше. Для строительства нашего огорода был привлечен специалист
скажем так, мы его называем юным агрономом, но на самом деле это Ярослав. Ярослав приветствует. В общем говоря, парень 9 класса, да? Да. Победитель республиканской олимпиады, участник и призер, вернее, участник и призер республиканских Да, олимпиад. победитель городских по химии и биологии. Да, вот человек именно специализируется по химии, по биологии. И вот он нам сейчас будет подсказывать, как правильно нам все-таки построить наш небольшой огородик. Вот у нас, Ярослав, смотри, мы вчера вот, да, начали ставить грядку. Конечно, жаль, что у тебя не посоветовались, надо было сразу совета получить. Ну, ты нам сейчас хотя бы так можешь вкратце сказать, нам какую высоту сделать и вообще, вот, как ты думаешь, нормальная конструкция? Вот сугубо на мой взгляд, уровень само то, так как я знаю то, что вы собираетесь выращивать зелень, типа укроп. Да. Ну, вот именно здесь будет, да, просто Да, зелень. то есть у нас как раз-таки хорошая площадь будет для большого объема выращивания. И корневая система у них идет вширь, а не в глубину. Поэтому глубина особо не нужна. И вот подобный уровень, по-моему, само то. Вот как раз поверх, после полива она у нас усядется. Ага. И рассадить можно будет большой объем, то есть зелени будет большой выход. Ага. И конструкция в целом нормальная, конечно, немножко подкрепить, чтобы от земли ее не расперло. А так, в целом, ты нам сможешь потом помогать в части полива, удовольствием. что-то там посмотреть, да? Да. Ну, то есть там удобрения, не удобрения, ты же в этом разбираешься. Удобрения, различные семена, у меня вот столько. У нас есть теперь специалист непосредственно, который знает и разбирается, как правильно все это делается. Мы-то вот как бы, ребята, просто хотим покушать свежей зелени. Первый раз этим делом занимаемся. И очень приятно, что есть вот такие молодые люди, которые готовы принять участие в нашем проекте. Испытано на себе. Ну, я вижу, вот наша машинка уже почти готова. Василий, ну что, скажи, пожалуйста, что там? Готово у нас, да? Готово, сделали. Да? Ну, замечательно. Что, давай посмотрим? Давайте Проверим, да? Желтый, это, видимо, ближний, да? О, смотри, какие ангельские глазки, посмотри ты. Ух, А, ого, поворотники они еще и с стоялись. поворотками моргают. Ну. Ничего себе, какие прикольные. Ну все, будем Вот годными. счастливое лицо. Я Смеёмся. наконец-то, ребята, вот на самом деле я уже почти год пытаюсь все это дело наладить. Беда с электриками, на самом деле. Вот по счастливой случайности, на самом деле, Василий к нам приехал и сам все это дело тут устроил, наладил, и теперь все это работает. Еще и на выезд, да? Да, еще и на выезд. Вообще, автоэлектрики это такие люди, они как боги. Испытано на себе. Мы продолжаем наши работы по строительству нашего огородика. И вот нам специалист Ярослав подсказал, что перед тем, как засыпать сюда почву, необходимо, скажем так, на дно положить изоспан. Ну, такой вот материал, с одной стороны дышит, с другой стороны нет. Ну, в общем говоря, мы будем его сначала укладывать в грядку, а потом засыпать землю. И в этом вот именно моменте нам поможет Константин. Мы вообще... Кость, подойдешь. Приветствую. Мы вообще всем кооперативом, да, то есть начали заниматься. У нас тут кооперативные гаражи, и вот как бы принято решение, что будем все вместе здесь строить грядку, чтобы потом все лето кушать свежую зелень, огурцы, помидорчики. Кость, ты мне сейчас будешь помогать, да, укладывать изоспан. И как мы это будем делать? На степлер, я думаю, это будет самое удобное. Ага, на степлер. То есть мы сначала укладываем изоспан, а потом просто степлером Прищелкиваем. прищелкиваем. Все, замечательно. Ну что, тогда начнем? Начнем. Так, ну это мы дырки делаем, чтобы вода уходила, чтобы этот колодец у нас тут озеро не получилось, да? После дождя. Так, нам приехала земля. 3,5 куба. Сейчас я ему покажу, куда его сыпать. Мы сыпем его не к нам в ограду, потому что у нас в ограде мало места. Еще и люди пользуются этой территорией. Мы сыпем сюда, отсюда будем тележечкой катать потихоньку. Сейчас будем засыпать землю в нашу грядку. И вот
Петя встретил машину, да, с землей. Да, я записал на видео, как она разгружается, потому что я не был. О, да ты что. Всё хорошо. Замечательно. Сейчас у нас вроде как тут это, мы думали ее просеивать. Ну мало очень, на самом деле, как корня. Мне кажется, вообще тут ручками чуть поработаем. Да можно Сейчас так, наверное, засыпать. По одной, что мы там. по одной будем засыпать. Мгм. Если крупная будет, что-нибудь раз-раз просеяли. И все будет отлично. Вот, погнали. Агрономия, экономия! Не, нормально. О. Вот она у нас вообще быстро насобирается. Тут работы-то немного. Так, ну мы пока таскаем землю, Петя решил покрасить нашу конструкцию, да? Вернее, как, нанести морилочку, да, это? Да, морилкой, покрыть морилочкой для красоты. Ну вот такая вот грядка у нас получилась. Тут еще клумбочки. Вот одну клумбу решили сюда поставить. Сейчас засыпем землей. Ну а грядка у нас готова. Петр Михайлович потрудился на славу. Испытано на себе. Ну что, друзья, мы сейчас пришли домой к Ярославу, и здесь оказывается практически ботанический сад. Ярослав, подскажи, пожалуйста, вот я вижу у тебя очень много растений, да, здесь, ну, вообще рассады. Ты немного можешь описать вообще, что у тебя растет? И самое главное, почему ты этим делом занимаешься в 9 классе? Так, ну, наверное, опишу. У нас тут ничего прям примечательного нету. Здесь у нас различные сорта огурцов. Ну, они у меня стелящиеся, не люблю подвязывать, подвязывают же для удобства, Ага. а в природе они стелятся. И вот это вполне себе их естественный вид, то, что они у нас как лоза по земле идут. Тут несколько сортов клубники мы проращивали сами с семян. Вот это вот у нас хороший, один из оставшихся у меня дома гладиолусов. Мгм. Очень хорошо прорастают цветы. 2 растения авокадо, просто семечек обыкновенных, которые продаются. Авокадо, да, употребил, семечку поставил в воду и прорастает вполне себе очень хорошее, крепкое растение. Это вот... Да, Семечки. косточка авокадо, просто срезаешь дно, поставил в воду, она прорастает и прям очень хорошая. Она вот таким вырастает, прям богатая. Ничего себе, какие Это эксперименты интересные. Любимое растение бухгалтеров, молочай, которое, возможно, оно прям вот таким ветвистым становится большим. Ага. Растет очень медленно, оно так больше на кактус похоже. И тут чисто как ради эксперимента посажены арбузы. Состояние у них тяжеленькое потому что они дают плоды, и они потребляют питательные вещества. Ну и, в общем говоря, по семенам мы хотим поехать же, да? Ты с нами? Да, по семенам я вам уже почти все купил. А, даже так? Все нужные, то есть, которые я вам Ага. сейчас рассказал, они уже куплены. И насчет рассады, возможно, даже помидоры, если хотите. Угу. Ну, там будет сложно скомпоновать. Ну, допустим, тут у меня сколько? 6 или сколько? 8 кустов. Мгм. Это маловато. Еще хотя бы там штучек 5 Ну, докупить или там 10. Ну это И мы вместе съездим. Да. Выберем сорта, скажем, типа, Мгм. какого размера, и засадим уже в теплицу. Ярослав, а почему ты начал этим делом заниматься? Немного вот расскажи о себе. Почему? Ты сейчас в 9 классе, да? Ты увлекаешься биологией, химией. А почему именно ботаника? Ну, то есть, это как правильно? Ботаника? Да, ботаника, поди, наука о растениях. Даже сказать сложно. Вот почему-то первые книги, которые как-то начал изучать, это были атласы по растениям. И Мгм. как будто бы из всех, знаете, разделов биологии, это как бы же, ну, жизненная наука, согласитесь? Мгм. То есть вот она биология. Ботаника как будто ближе всего. То есть вот эта травка как раз вот она прям под тобой. Животные там в зоопарках, а вот растения, ты буквально топчешь, не знаешь что. Идешь такой, знаешь, что можно съесть даже, допустим. Ну, это получается, ты не только теория, да? То Ну есть да, практика. тебя еще интересует практика, больше эмпирические какие-то моменты. Да, вот с атласами смотреть, что узнать там, что у нас в городе растет, что в окраинах растет. Ну, Это круто. как будто бы, знаете, близко к реальной жизни. Испытано на себе. Ой, сколько семян здесь? Всяких разных, да? Ну что, как мы, по какому принципу выбираем? Ну, Чё наш выбираем? был заказ, так сказать. Так, салат, редис. Пока что поищите растения нужных сортов, а я там уже по видам разберусь. Ага, хорошо, все. А ты по какому принципу выбираешь? Типа скороспелость, да? Скороспелость, да, и, ну, в общем, размер посадки, размер куста. Ага. Ну, описание тут агротехники, там, устойчив, неустойчив, какую землю любит. Ну. Ну, короче, с подходом, да? Ну да, чтобы Не просто максимальный так- урожай получить. Не просто так выбираем семена, оказывается, а прям читаем, изучаем.
Девушки, не подскажете нам, пожалуйста, нам бы что-нибудь вьющиеся цветочки, чтобы они вот выросли. Очень длинные, прямо. Да, чтобы они выросли. У нас там, Уже опоздали такие. да? Ну или хотя бы просто вид, мы если что, рассаду возьмем такого растения. У нас, короче, там туалет стоит, и мы хотим, чтобы этот туалет был весь обвитый. О, смотри, как Так это есть хмель. А посадить их как? Может, все-таки возьмем вот эту сейчас. тару? 2,5. Вьющийся фасоль. Ну вот фасоль, хмель нормально. Все, замечательно. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну что, мы сделали наши покупки. Ярослав, вот расскажи нам, пожалуйста, немножко, вот что мы так в итоге-то взяли. Так, получается, мы приобрели два длинных горшка у нас для вьющихся растений. Горох и фасоль для, ну, больше декоративно у нас будут обвивать стены. Все семена, которые нам нужны были на ну, посадку именно. И удобрение гумус. Ага, В жидком виде. Гумус это мы везде будем, да, Да, использовать? ну под все растения нам подходит. Круто, круто. Сейчас мы поедем, получается, покупать уже, ну, прям рассаду. Мгм. Целое растение. Ну что, приехали на строительный рынок, и сейчас будем выбирать рассаду. Так, Ярослав сейчас выбирает огурцы. 4 хватит. Я вот, честно говоря, даже не знаю, по какому принципу он это делает. Ну, видимо, смотрит на стебель, на листья. Да, Более живые, да, берешь? ну, Или- да, желательно потолще ствол, чтобы их не сломало. Ну, у нас теплица будет. А, видите, он смотрит на ствол, оказывается. Ну, все. Испытано на себе. Первым делом давай садим горох. Так, это Ты у нас даже как декоративно идут, да? Ну да, мы вот, чтобы вот этот туалет весь был как в джунглях. А, ну тогда можно и поближе вполне. Чё нет? Ой. Раз. И вторую пока тоже горохом. Или с фасолью декоративно. Давай фасолью. Ну, пальчиками делаем. Уже и Пример 6 сантиметров? Это так. Там глубоко? 4-6. Ну, написано. Ну, примерно. Где-то 5, если в среднем. Так, это ты фасоль же, да, читал? Сейчас мы фасоль Так, нам еще составим. вот это привезут, да? Да, еще вот это привезут. и Посадим досадим. хмель тогда. А тут, смотри, их мало. Ну, фасолины. О, посмотрите, какая интересная фасолька. Раз туда, раз туда, раз. Так вот прям. Думаю, можно и не рассаживать, но немножечко. Разделим их. Так, я вот укроп сажу вот так вот, как соль. Да. Там она что-то приживется, что-то нет, да? Ну да, так, конечно, зелень, ее можно вообще плотненько садить. Так, и у нас еще семена. Давай сейчас базилик посадим. Давай. Мы его Так, рассадим. я пока закрываю, ты сади базилик. Я просто вот так вот закрываю, да, почву? Да. Не шибко глубоко, они как поверху должны расти. Садим еще редиску. Вот сказали по одной семечке, это уже вот немножко посложнее. У меня тут руки-крюки. Так, ну что, посадили все растения, которые хотели посадить, да? Сейчас еще немножко посадим в клумбы, там кабачки, да, какие-то вот... Да, у нас тут как раз 2 кабачка. Определимся там, что именно будем в клумбы садить. Там еще цветочки хотели посадить. Ну а так в целом у нас все. Будем поливать ежедневно и ждать всхода урожая. Ждем осени. Друзья, я оставил друзей по кооперативу для самостоятельной работы. Думаю, что ребята справятся, поставят теплицу, возможно, и посадят саженцы. Приеду, обязательно проверю. Ну а я еду на съемки отдельного проекта «Испытано на себе» в гости в стадо к оленеводам в Тампонский улус. Буду там жить и испытывать себя в качестве оленевода в течение 4 дней. И это будет отдельный проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. Испытано на себе. Какая теплица, вообще куча работы. Я тут-то вот разобрал, блин, не будет в этом году, походу, здесь теплицы, потому что у меня ни времени, ничего нету. А Семен опять какие-то горы ханды, какие-то олени, какое-то стадо, я не знаю, а кто будет заниматься этим всем? Наверное, придется мне вместе с Ярославом постараться поставить теплицу. Но я ее буду ставить ближе к своему гаражу. Друзья, ну, в общем говоря, на пути обратно в гараж у нас случился казус. Едем вот с очередных съемок, и у нас отлетела полуось. Вы представляете, прямо заднее колесо вылетело. Благо мы успели оттормозиться, услышав звуки, характерные звуки. Просто окна были открыты, такой металлический характерный звук. По всей видимости, разорвался
ступичный подшипник, И не только. ну и не только, да, видимо, у нас вылетела полуось из моста вместе с колесом. Ну, как, не до конца не вылетела, просто она из своего паза выскочила. И вот мы стоим сейчас на заправке, ждем эвакуатор. Рассказывай. Привет! Слушай, ну вот у нас такая ситуация, ехали со съемок, на кругу остановились, ну, на кругу услышали характерный звук такой металлический, трынь, и у нас полуось вылетело сзади. Приезжал Петя, сказал, что ступичный подшипник там разорвался просто вот хлам, из-за этого колесо вот так вот просто вышло. Мы сейчас его, ну, задомкратили, обратно воткнули, сюда оттолкнули, и вот думаем, получится ли утащить до гаража. Смотрим. Мы сейчас назад его поднимем, переднюю часть нужно заблокировать. Надо будет заблокировать. Ну, мы это сделаем, либо блокируется у тебя, если нет, то мы ремнями по старинке свяжем просто его, чтобы ни лево, ни право. Ходить будет, но приемлемо все. Посмотрим. Просто сколько гидравлик. Да? Румийская ребятка стоит. Не знаю, сколько тонн, но мощная. А так, Да. в целом, в части вот безопасности, я так понимаю, можно же заказать манипулятор, можно вот частичную погрузку. Обычно как тут, ну, люди не боятся, ничего там, ну, бывает, что такое Есть нельзя такое. перевозить. Ну что-то да, там, по новым машинам даже людей в автосалонах пугают, что частично не привозить нельзя. Блокировки всякие срабатывают, все. Ну, старые автомобили все возятся, в принципе. И манипуляторная перевозка, она на дальнее расстояние хорошо. В городе это ну, вообще просто неудобно. Вот я сам лично езжу. Это проблематично подъехать. На дороге сломался, я полдороги перегородил. Стою там, разложился, поднимаю, опускаю. Ну, самая оптимальная машина. Подъехал, быстро зацепил. Женя, скажи, пожалуйста, у тебя вот получается, мы сейчас цепанули эту машину за фаркоп. Да. Вот специальными этими, как это правильно, крюки, да? Ну, Специальные зацепы. потому что вот таких вот разные вариации есть, да? Да, То есть, они есть разные, они есть Имеется вот в виду... такие еще. Ага. Это грузовики за рессором. Рессор Ну, идет, ты под рессором сделал, болтом затянул, она уже в рессоре гуляет. Есть вот такие, Ага. они цепляются также за переднюю часть пушки. Ну-ну-ну. Ну, по японской технологии, плюс у них дороги хорошие. Ну, я к тому, что если разные вариации, Да, да, можно, в принципе, любую машину. да. Но самые ходовые, вот, они идут за раму, за все вообще. Просто Ну, вот, нашел любое отверстие на машине и туда, Да. воткнул и поехал. Она же как противоугонка идет, когда А, ты хочешь да. вырулить куда-то, да. Ну-ну-ну. И вот этого достаточно, да? Этого достаточно. Просто- ВД выключено, все выключено, да? Да, сейчас ВД выключено, стоит нейтралка, руль заблокировали, все, Дорога, все. едем. И тут еще, наверное, удобно, в отличие, например, от манипулятора, ну, Загнать? да, в какие-то Да? гаражи можно загнать Да. даже, да? Да, во все гаражи можно загнать. Во все гаражи города, где есть нормальные ворота, Мгм. даже элементарно загоняем на подъемник, на яму. Ну, Ну, конечно, если помогают, там сзади контролируют. Достаточно удобно. Да? Ну а вот я сейчас, получается, попал, не знаю, на какую энную сумму денег. У меня, считай, это ступичный подшипник, но, видимо, и полуось тоже на замену идет. Ну, приеду, буду Ну, это уже, да, разбираться. механики смотрят. В общем говоря, друзья, у Пети приедем и будем разбираться с полуосью. А это мы на самом деле съездили вот без техобслуживания. Ага. Съездили в Эмикон, вернулись обратно Нормально. и сразу же поехали там на различные другие съемки. И вот сейчас вот, к примеру, едем с туристического слета с Табаги.
При этом хотя бы с Амикона приехали, надо было там, я не знаю, хоть колеса попиначить. А мы так ходом чуть-чуть помыли и... Ну а так погнали. вообще никаких признаков не было, не брякало? Нет, вообще шумело, ничего не да? брякало, да. Единственное, был, вот когда там на Табагинском мысу включили двигатель, Ага. пошел запах, как будто бы дизеля. Ну, как будто бы соляра пролилась. Ага. А, видимо, это вот то ли масло, Горело? что-то горелое. Ага. Проехали какой-то участок, окна Ага. открыли. Вроде запаха нет, все нормально. И вот на кругу, вот здесь прямо вот, уже в городе, да? Прямо на кругу характерный такой звук. Тринь, тринь. Опа. И это, пропало управление, пропали тормоза. Я там на первую скорость, и благо машин не было, как-то так раз-раз зарулил в эту заправку. Повезло. Ну, а потом уже открываем, смотрим, у нас колесо на выйдет. Сильно, да, было? Ну, вот так где-то выскочило. Ну, я думаю, сейчас Петя починит. Да. Так, ну что, друзья, мы благополучно доехали до нашего сервиса, до нашего гаража, и в дальнейшем будем уже заниматься ремонтом данной техники. Евгению огромное спасибо. Жень, благодарю тебя, прямо замечательно так получилось. Еще так быстро, главное, там буквально 15 минут его. Ну, желаю удачных клиентов. Ну и вообще, заезжайте, чайку попьем, посидим еще. Спасибо. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, мне еще и каранду оставили. Не знаю, когда я буду его делать. А Семен поехал на рыбалку. Дорогие друзья, я сейчас взял свою первую машину, маленькую Mitsubishi Миника, пока буду ездить на ней, но в ней тоже что-то стучит, сломана стойка, насколько я понял. Сейчас заеду к Пете в гараж, постараюсь его уговорить снять стойку, ну, может быть, сам это сделаю, и попробую ее отремонтировать. А каранда мой пока стоит, скажем так, без колеса, ждем запчасти. Ну, не то чтобы ждем запчасти, сейчас будем ее разбирать, чтобы подобрать определенную запчасть. Так, ну, хозяина нету Пети, еще, ну, не подъехал, он там запчасти какие-то покупает. Но я у него взял разрешение здесь стать просто на участке и, ну, разобрать колесо, снять стойку. У меня пока инструментов нет, но хотя бы сниму колесо, ну и поставлю машину на домкрат. А там потом Петр приедет и подскажет, как что правильно сделать. Вот моя машинка. И вот здесь вот я уже подготовил домкратик, ну, штатный, баллонник. А вообще у меня, не знаю, на камере слышно, нет? Если вот кочки заезжать, то прямо такой звук, как будто бы вот эта вот стойка, внутри там что-то сломалось и там шумит. Мне нужно вот эту вот стойку снять и отдать на ремонт. Пришел Петя. Начал с шуток. Сразу начал с шуток. Петь, ну, слушай, посмотри, пожалуйста. Я, короче говоря, тут измучился, поставил на домкрат. Тут в 3 подхода это дело делал. Ну, домкрат, конечно, слащавый. Не, ну она сейчас нормально стоит. Написано 2 тонны, блин, ну такой вид у него. А и что ты хочешь? Ну вот эти 2 болта откручивай. И все же? Верхние 2, все снимай. И относи, пускай смотрят. Ага. Ну а тут 2 вот эти верхние, тут вообще не перепутаешь, наверное. Ну да, в принципе, как предполагалось. У меня просто ключей не было. Ну все, есть. Вирус открыт, вперед. Короче, буду сейчас откручивать. Но тут еще и пришел Ярослав. На самом деле, друзья, я пока ездил на съемки, тут уже ребята воткнули теплицу. Даже натянули уже салофан, да? И вот земля. А землю как, что, тут же она более мягкая, да, сделали? Да, мы без саженцев? намешали с песком лучше, чем ту. Ага. И опилок добавили. Сейчас нам, получается, ну, все готово. Ну, всякие там, если увидим дырочки, нюансики, их можно будет перетянуть. У нас пленки запасик остался, вот, допустим. А что ты говоришь, Ярослав, здесь надо веревку, да, протянуть? Да, вот мы сверху натянем веревку вот так вот несколько, к ним подвяжем огурцы, Ага. все прольем хорошенько, обязательно удобрением оно у меня есть. Ну, в целом, все идет Да. по плану. Самый Как бы последний этап. даже то, что я уехал, оказывается, в принципе, даже мне повезло. Тут ребята сами все сделали. Просто там
Петя и Костя, по-моему, ругались, да? То, что у вас дома-то уже все это проросло, да? Все саженцы, которые мы приобретали, уже проросли, уже давным-давно надо Замутило, у было. нас там уже все выросло, а теплицы нет. Даже заморозки пришли, а теплица только появилась. Ну ничего страшного, это, сейчас посадим. Я вот снял стойку, можешь посмотреть, а, пожалуйста? А у меня вот смотри, вот тут еще вот эти какая-то вот это таки должно быть? Это все плохо, конечно, но по-другому как сделать? Чтобы поставки родные покупать, или то, что мы вот это делаем. Ну они вряд ли шумят же, Да не, они не шумят. Мне он думаю, что он здесь в стакане раскрутился. Так, ну, Давидыч. Так, Давидыч, ну-ка. Смотри, Ага. поставили только, уменьшали размер, потому что тут стояло 20 размер, а Диаметр наш, да, диаметр 20, а у нас 18 штук. Они поставили другой. Мы сейчас А, ты через втулку трубу. поставил? Да, вот эта труба, Ага. втулку туда поставили, сейчас будем заварить, и все, она будет уже под 18 размер. Который нам нужен. Все замечательно. Ты уже заварил, да, получается? Да. Втулку в Ну, я эту- сейчас еще буду все края аккуратно края всё заварить, поточить, Ага. все сделать. Что ты поправил? Вот, смотри, с обеих сторон ровно уже зазор. А, теперь зазоров нет. Да, Ну. Все, отлично. Все. Ну все, замечательно. Теперь у меня Всё. рабочая Как часик стойка. работает. О, никакого Люфта нет, люфта, шума нет. Шума нет. Ну, Давидыч, спасибо большое. Отлично. Поставь. Зеленая дорога, правый руль. Все, спасибо большое. Ладно, пошел ставить. Тут Петя что-то тоже варит. Петя, ты что делаешь? Вашу поломку вчерашнюю вроде. Нашу поломку? А, ну да, это вот мы одолжили бушевский. Никогда не водите в таких перчатках, лучше без перчаток будет. Одолжили у Пети, как он правильно называется, инструмент? Лобзик. И это, сломали ему там ролик. Петя, мне сделал Давидыч все-таки вот эту штуку. Все, там зазоров нет, газ держится, все круто, надо ставить. Потом тепличкой еще надо заняться. Ярослав, что, как дела у тебя? Пока болгарки нет, вручную спиливаем. А что ты? Ты бы, может быть, что-то другим? Мы я болгаркой всё быстро. сделал. А, ты уже все сделал? Натянуло, осталось только садить. А, ну все. Последний. Осталось только посадить огурчики. А за огурчиками надо ехать. Часть здесь, Ага. вот посадим, посмотрим, сколько места осталось, если что, съездим. Ага, Они хорошо. у меня дома. Все понятно. А я пока установлю сейчас стойку. Ну и все. Будем заниматься саженцами. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, я закончил свой ремонт, снял колесо, стойку, отнес к Давидычу, он мне все это дело сделал, Петрухин инструмент я обратно вернул. Самая проблема, оказывается, у меня плохой домкрат, и мне необходимо приобрести хороший инструмент, чтобы вдруг в дороге, если что случится, не искать никакие доски, чурки и тому подобное. Ну и, естественно, необходимо провести хорошие перчатки. Я вот, смотрите, прямо в грязных руках, ну, как-то не подумал, поступил опрометчиво. Но сейчас помою руки и пойду помогать Ярославу сажать саженцы. Так, ну вот Ярослав поливает наши саженцы. Огурчики вот мы вот таким вот образом их посадили, подвязали на верхнюю веревочку. И теперь они должны виться вверх и давать плоды. Поставили декоративные фонарики, это так. Ну и у нас тут есть один перчик. Мы его скоро срежем и скушаем. Ярослав, а этот перчик у тебя дома же вырос, да? Да, вот мы когда, получается, только покупали рассаду,
он был совсем маленький, вот маленькая такая зависть. Вот за все время, пока мы строили теплицу, он аж успел полностью вырасти. Замечательно. Дорогие друзья, это был проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И мы в этом сезоне успели сделать теплицу и посадить некоторые саженцы. Мы посадили вот такие вот растения: петрушка, лук, базилик, армянские травы, редиска, помидоры и, конечно же, огурцы. Ну что, как срезаем? Торжественный срез перца. Вот наш первый самый урожай. О, замечательно. Вот у нас вырос, даже уже успел вырасти вот такой вот маленький перчик. Мы сейчас его будем кушать. Все вчетвером съедим. Пробовать будете. Испытано на себе.